Для подрастающего поколения и для учащихся школ, студентов это будет очень знаменательным событием увидеть ордена и медали. Вот как воевали наши земляки в Великую Отечественную войну. Военным мундиром еще одного героя Великой Отечественной войны пополнилась выставка мундира Героев Отечества Музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Лейла Плиева – вдова защитника Брестской крепости, участника Курской битвы Сафарбека Плиева. В канун 9 мая решила передать в дар музею парадный китель супруга со всеми медалями и орденами. А их у Сафарбека десятки. Орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, а также медаль за боевые заслуги. Когда снайперы сидели, сзади их стреляли, и он через обошел оппозицию, он разбил. Это все разбил он. У него был командир полка, у них был комаринец. И он наградил свою груди снял и красную звезду ему приклеил. А я напишу тебе на твою звезду рапорт, а я свою сниму и твою повешу. Вот так он получил эту звезду. В зале боевой славы музея десятки мундиров с боевыми наградами героев Великой Отечественной войны. Китель Сафарбека Плиева не только достойно пополнил коллекцию, но и станет основой всей композиции. Я помню, когда Плиев Сафарбек Ларсаевич заходил в наш музей, и вот этот звон, когда вот эти ордена и медали соприкасались друг к другу, я никогда не забуду вот этот звук, звон медалей и орденов. Спасибо вам, что приняли свой. Полковник Сафарбек Плиев родился 7 ноября 1919 года в селении Плиево. В 1938 году окончил Горский политехнический техникум в городе Орджоникидзе. Однако военная служба всегда привлекала внимание юноши. Поэтому сразу после окончания техникума Сафарбек поступил в военно-пограничное училище, которое успешно окончил в 1940 году и был назначен начальником окружной школы НКВД Белорусского военного округа в Бресте. С первых дней Великой Отечественной войны он участвовал в боевых действиях на границе Брестской крепости. В первый день войны он принял на себя ответственность за охрану этого объекта, этого рубежа. И несколько раз немцы пытались пробить этот защитный рубеж. Не сумев одолеть эту высоту, немцы обогнули эту высоту. В живых из 35 человек осталось всего 4. Начальник этого гарнизона Сафарбек Плиев и 3 его подчиненных. Сафарбек Плиев участвовал во многих решающих сражениях войны, в том числе и в Курской битве, во время которой наши войска отразили наступление противника и создали условия для успешного перехода в контрнаступление. Сослуживцы запомнили его как достойного храброго воина, а вот супруга героя Лейла Плиева помнит его как справедливого и чуткого отца и мужа. Вместе они прожили 54 года. Она была рядом с ним до последнего дня жизни ветерана. Последние 14 лет Сафарбек тяжело болел, временно пропадала память. Ему казалось, что война еще не закончилась. Каждую ночь он выходил на улицу, но перед глазами стоял фронт. И всегда в ночи, пока ему ворота не откроешь, он не остановится, он не успокоится. Открываешь ворота, я говорю, куда ты идешь? Я в Владикавказ, гостиную. А там что я? Мне надо там солдат накормить. А чем вы будете их кормить? Хлеб и воды я должен им дать. Вот у него последние слова были такие. Ветерана не стало 30 июня 2013 года. Ушел из жизни в возрасте 94 лет, оставаясь до конца истинным сыном своего народа. Память о нем жива не только в сердцах его родных и близких, но и всего ингушского народа. Именем Сафарбека Плиева названа одна из лучших застав пограничного управления Ингушетии. Торжественная церемония открытия бюста участника Великой Отечественной войны состоялась в Таргиме в канун 71-й годовщины Великой Победы. Амина Бокова, Сурхо Кусиев, Новости 24.